Провести новогодний утренник среди начальных классов до отключения света сегодня было главной задачей в 6-й столичной школе. Несмотря на сложности, дети, родители и дирекция школы подготовились к празднику тщательно. Было, конечно, трудно, но мы заряжали колонку и так потихоньку проходили весь материал. Вообще мы хотели сделать это чуть-чуть попозже, то есть там часа 4-3 где-то, но нам сказали то, что вы должны быть в школе в 8:30 ровно, потому что свет выключают, и лучше будет, если вы будете играть со включенным светом, будет удобнее всем. А еще главная задача в образовательном учреждении – согреть классы во время включения света, обеспечить водоснабжение школы и работу буфета. Наши работники буфета, им приходится приходить в час ночи, чтобы приготовить какую-то выпечку. Конечно, самая большая проблема – это проблема с водой, потому что, к сожалению, когда нет света, нет воды, а где 811 детей в школе числится, ходят где-то человек 700, у нас, в общем, хорошая посещаемость. И, конечно, нужна уборка, особенно влажная уборка, особенно санузлы. Здесь мы испытываем определенные трудности. Наш выпускник нашей школы, сегодня депутат парламента Инар Сазба, нам обещал подарить бак. Мы ждем этот бак, поставим его хотя бы для того, чтобы какую-то чистоту поддерживать, потому что чистота – залог здоровья. Свет дают всего лишь на 1:20. Школа успевает прогреться за ночь. Когда мы приходим с утра, она еще теплая, потом дают свет, согревается, но уже где-то к часу дня школа остывает. Тут отопление, да? Да, отопление включает у нас сторож, который проходит по классам, включает отопление рано утром. Мы разрешили детям ходить в школу без формы, тепло одеваться, одевать теплые брючки, теплые кофточки. Уроки проходят в штатном режиме. Единственное, мы не можем пользоваться интерактивной доской, потому что нет света. А так, в общем-то, мы даже особо от программы не отстали. На неделю раньше мы отпускаем наших детей. То есть завтра последний рабочий день. Сегодня мы провели грандиозное мероприятие, мюзикл показали в начальной школе. Завтра у нас будет мероприятие в старшей школе. Новый год – это такой праздник, которого нельзя лишать детей, поэтому мы постарались создать для них праздничную обстановку, украсили школу, заготовили для них какие-то подарки, позвали Дед Морозов. В общем, я думаю, что мы нашим детям сделали праздник. Только вместе с родителями. Без родителей мы ничего не смогли бы осилить. Родители у нас, слава богу, всегда стоят рядом с нами. Дети показали костюмированный бал сегодня, и такие были костюмы, просто одно загляденье. Конечно, это благодаря все родителям. По словам директора школы Лолиты Кация, в первую неделю веерных отключений в школе сохранилось тепло, и учащиеся занимались по 45 минут. С наступлением холодов и дождей уроки сократили на 10 минут. От программы в образовательном учреждении не отстают. В куртках, знаете, практически не сидят, потому что все-таки солнечная сторона и тепло. Но если ребенку холодно, конечно, ему никто не скажет. Даже к концу, когда 7-й урок у нас идет, детки, когда пишут, у них ручки мерзнут, и некоторые надевают перчатки. Мы все это разрешаем. Но вы знаете, дети это воспринимают как маленькое приключение. Это мы, взрослые, понимаем, как нам сложно и как мы выживаем в этих условиях. Для них это маленькое приключение. Мы немножко сократили объем домашних заданий, потому что дети маленькие, они не могут дома под свечками, нам не хотелось бы, чтобы они занимались, поэтому максимум стараемся дать им в классе. Всего в школе обучается около 800 человек. Дети стараются не пропускать уроки, говорит директор. А 20 числа их ждет еще один утренник, но уже для учащихся старших классов. В 14-й школе имени Чехова из 530 детей сегодня отсутствует почти половина, так как во время второй смены в классах становится холодно. Часть детей, к сожалению, заболела. Болеют дети у нас. Есть родители, которые не пускают детей, мотивируют тем, что холодно в классах. Да, в классах с утра еще ничего, можно первые 4 урока до 12, до часу как-то терпим. Сложнее приходится второй смене, где у нас занимаются ученики начальной школы. Ну, уже к концу недели, поэтому, наверное, сегодня еще меньше детей. 240 человек сегодня отсутствовало у нас. А в школе сколько? 530 человек у нас.
Но тем не менее, знаете, вот детей нет в школе, но они от учителя потом получают на WhatsApp или на электронную почту домашние задания. Они, находясь, часть детей выполняет задания, чтобы они от программы не отставали, конечно. Заболевших? Ну, если, допустим, отсутствует там какая-то часть, где-то около половины, которые уже сопят, температурят, подкашливают и так далее. И родители считают, и они правы, конечно, что у них дома. И дома тоже такого особого тепла нет, но теплее, чем у нас, наверное, в школе. По словам директора школы, от программы учащиеся и педагоги не отстают, но упущенную неделю придется наверстать. Такие предметы, как абхазский язык, русский язык, математика и так далее, которые в неделю 3 раза, 5 раз в неделю эти уроки идут. Где-то будет отставание, но будем смотреть во втором полугодии. Если мы полноценно приступим к занятиям в январе, мы где-то будем пересматривать тематическое планирование. Я думаю, мы успеем. Согласно решению Министерства просвещения Республики Абхазия, занятия в школах завершатся на неделю раньше, 20 декабря. Гугуца Вардания, Ахрамичва, Абхазское телевидение.